Парламент Абхазии отклонил два варианта поправок к Конституционному закону о выборах президента республики на заседании сессии в четверг 6 февраля. Депутаты уточнили, что поправки предлагались из-за несовершенств избирательного законодательства, которые в итоге привели к различным интерпретациям и трактовкам итогов выборов. Однако ни один из предложенных вариантов поправок в закон о выборах президента республики Абхазия принят не был. Двоякое, троякое толкование в законе не должно быть, тем более в законе о выборах, когда проигравшая сторона может оспорить итоги выборов. Поэтому в законе должны быть однозначные ответы, чтобы никто как хочет трактовал, а то однозначно, чтобы читали. Назначены выборы, через 1,5 месяца пройдут, они не договорились. И как мы будем подсчитывать? В прошлый раз подсчитали, как бы все знали, все были согласны, в конечном итоге на нас в суд подали. Как известно, ЦИК не обладает правом законодательного органа, однако может направлять в парламент предложения по внесению изменений в некоторые законодательные акты, что и было сделано. ЦИК Абхазии попросил депутатов обратить внимание на некоторые пункты закона о выборах президента Абхазии, к примеру, изъять из закона о выборах наличие в бюллетене графы «против всех». Мы никакую конституцию не нарушали. Вот первое наше обращение было 29 августа 2019 года, когда выборы были уже назначены. Вы понимаете, раньше мы никогда не сталкивались со вторым туром. Только первый раз в истории Абхазии, нынешней Абхазии, в 2019 году оказались повторные выборы. В методе подсчета разногласия. Что делать, как будем считать? Здесь мы спорили. В конечном итоге решили обратиться в парламент, кто может трактовать этот закон. Вот 29 числа первое обращение. Наш председатель ЦИК обратился в парламент. Потом решением Центральной избирательной комиссии направляем опять в парламент. Уже 3 сентября. Парламент есть. Не смогли вчера договориться. Сегодня пусть договорятся, завтра пусть договорятся. Пусть принимают однозначный ответ, чтобы был при подсчете голосов. Не только от меня исходила вся эта позиция Центральной избирательной комиссии, которая, я уверен, я знаю точно, что это большинство мнений членов Центральной избирательной комиссии, которое было выражено сегодня Вячеславом Евгеньевичем Кивикискири. Мне, как председателю Центральной избирательной комиссии, конечно, не всегда приятно выслушивать те упреки и те не совсем правильные заявления в наш адрес, которых все-таки пытаются переложить вину на Центральную избирательную комиссию. В социальных сетях вы слышали, помните, сколько было возмущений у людей, почему кандидат в президенты, имевший судимость, вообще, это же мнение населения. А что такое выборы? Это волеизъявление граждан. А у нас страна, пока демократическая, наша Конституция записана. Мы должны определять их волеизъявление, прислушиваться при принятии решения о волеизъявлении прежде всего граждан. Члены Центральной избирательной комиссии надеются, что до начала избирательной кампании депутаты Народного собрания все же вернутся к рассмотрению предложенных ими поправок, так как только в этом случае, по мнению ЦИК Абхазии, можно будет избежать повторения ситуации с выборами 2019 года. Нала Ковида Виданкваб, Абхазское телевидение.